Добрый день, уважаемые зрители! Я приветствую вас, Мадина Белялова, профессиональный коуч, профориентолог и психолог. Мы с вами говорим о навыках учиться, о тех навыках, которые помогут и нам, и нашим детям качественно улучшить собственную жизнь, повысить эффективность и продуктивность. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о вдохновении. Согласитесь, что порой нам с вами не хватает какого-то волшебного ингредиента, какой-то маленькой капли, которая поможет нам с вами двигаться вперед, доделать ненавистный проект, доделать неинтересную какую-то домашнюю работу, но при этом мы понимаем, что без этого продолжать и действовать дальше невозможно. Поэтому нам нужно чуть-чуть вдохновения, нам нужно немножко волшебства. И я хочу вас научить одному волшебному упражнению. Научитесь, пожалуйста, замечать даже маленькие победы в своей жизни, в жизни собственных детей. Мы с вами живем в век невероятных достижений, в век космических скоростей, и, конечно, тот факт, что маленький ребенок убрал в собственной комнате, конечно, возможно, выглядит незначительным с тем фактом, что, например, совсем недавно космический корабль с туристами уже вернулись на Землю. Но если смотреть в масштабах каждой отдельной семьи, вот этот факт, что ребенок убрал в собственной комнате, он значительно важнее, чем все остальное, что мы видим с вами с новостных каналов. А почему? А потому что именно вот то, что вы заметили, похвалили и обязательно проговорили тот факт, что у ребенка что-то получилось, станет основой его уверенности в будущем, станет энергией, которая будет помогать ему двигаться даже на неизведанных и очень непонятных маршрутах в собственной жизни. Поэтому, уважаемые взрослые, давайте начнем с вас. Пожалуйста, каждый вечер завершайте свой день с анализа и формулировки 3 пунктов, где вы, как личность, как человек, как профессионал, были молодец. Там, где вы действительно сами себя похвалили, там, где вы действительно не хотели, но сделали, или там, где результат превзошел ваши ожидания. И пусть это дело будет незначительным, и даже в сравнении с глобальными событиями нам будет казаться, что это прям очень-очень микроскопическое событие, но в рамках вашей жизни это будет иметь невероятное значение. Попробуйте это поделать в течение нескольких дней, пусть будет неделя. Понаблюдайте, как вы начинаете себя ощущать, когда вы ждете вечера, чтобы подвести итоги, сделать анализ собственного дня. Как только вы почувствуете прилив энергии, чувство удовлетворения, вот этим состоянием важно поделиться с собственными детьми. Научите детей также замечать правильные, хорошие события в собственной жизни. Но дети любят играть, поэтому я вам предлагаю чуть-чуть добавить геймификации, игрового формата в этот процесс. У каждого дома, скорее всего, есть пачка стикеров, бумажек, которые можно клеить на любую ровную поверхность. Раздайте каждому члену семьи по 3 стикера каждый вечер. И предложите записать на одном стикере одну свою личную победу за сегодняшний день. Одно дело, за которое ребенок, даже маленький, готов себя похвалить, где он был молодец. И эти 3 стикера каждый член семьи размещает где-то на какой-то общей поверхности. Пусть это будет стена свободная. В свое время в нашей семье мы начинали с холодильника. Как только холодильник превратился у нас, знаете, в такой невероятный цветок из множества бумажных лепестков, мы перешли на большую доску, которую до сих пор используем. Посмотрите, как классно за неделю вот эта поверхность с вашими победами, победами ваших детей будет нарастать. И в конце недели вы вместе, завтракая или наоборот ужиная, вы можете обсудить, как прошла неделя. И здесь еще добавится еще один важный, невероятный, бесценный компонент для налаживания отношений между взрослыми и детьми. Это возможность поговорить, это возможность наладить коммуникацию и укрепить доверие.
Вот вам один элемент командообразующих мероприятий, который можно придумать для семьи, но для этого нужен повод. Здесь очень важно, что мы научили наших детей маленьких или даже уже взрослых подростков действительно анализировать и проговаривать все свои победы за один день. Пусть это будет одна победа в самом начале, или пусть их будет 5, если вдруг день действительно был очень насыщенным. Но обязательно запишите и зафиксируйте. Еще очень важный момент, который мы используем в этом упражнении со стикерами, мы с вами налаживаем так называемую связь между руками и мозгом, называется hand-head connection, который, по сути дела, очень помогает человеку развивать креативность и сохранять вдохновение. Я желаю вам всем невероятного вдохновения на свершение, на великие победы. Остаюсь с вами, Мадина Белялова, и обязательно увидимся с вами в следующих уроках.